Здравствуйте. Сегодня я хочу вам рассказать о Ташкенте. Это город в Узбекистане. Кстати, это столица Узбекистана. Это страна, которая находится в Средней Азии и граничит с Казахстаном, Туркменистаном, Кыргызстаном и еще с одной стороны. Ну, сначала, кто живет там? Есть 2 миллиона человек, которые живут в Ташкенте, и они говорят больше на русском и узбекском языках, но некоторые говорят по-арабски тоже. И в школах школьники учат английский язык тоже, поэтому люди можете это говорить. И люди составляют мусульмане, а также есть православные и другие конфессии христианства. И по городу находятся известные места. Они часто дешевые, и до этих плохо добраться. Например, есть церкви, и на фото налево есть площадь Хас-Имам. И это известно, потому что там стоит самый старый Коран. И, конечно, это религиозный текст ислама. И направо есть собор Успения Божьей Матери, думаю. И это тоже известный. Тоже есть дворец Романовых, в котором жили Романовы до 1918 года. И тоже есть парк Победы. Это популярный, потому что люди празднуют там День Победы. И там есть памятник, чтобы помнить исторических людей. И тоже по городу есть музей. И мой любимый планетарий и музей железнодорожного транспорта, думаю. Они дешевые и интересные, конечно. И в планетарии рассказывают о советской космической программе. И в музее поездов есть поезда и другие транспорт из разных войн. И в Ташкенте очень плохо ездить на машине, но в случае общественного транспорта есть метро, автобусы и аэропорты. И в метро есть 50 станций на 4 линий. И они... метро работает с 6 утра до 11 вечера. И стоит 3000 сум. И это не дешевый. Простите, это дешевый. И есть 168 маршрутов автобуса на 4 линий. И билеты стоит 1700 сум. И также это дешевый.
И автобусы работают с 5 утра до полночи. И они прибывают на остановке очень часто. И самолеты в Узбекистане дорогие, потому что они сложнее, чем другой транспорт, конечно. И в Ташкент есть 2 аэропорта, но в Узбекистане есть 12. И раньше в городе также был троллейбус и трамвай, но сейчас нет, конечно. И это все. Спасибо за смотри и до свидания.